Да, насчет фотоловушки вчера я просмотрел. Короче, фотоловушки, когда второй раз ставил, там ничего нету. Никто не прошел, не пробежал, не пролетел. Только я и Тулан. Все, больше никого там нет. Дела. Мышеловка вообще не сработала в этом сезоне. Вообще мышей нету. Вообще ни одного шороха я нету, не слышно было. Вот это да. Мышей вообще нету. Белок много, а мышей нету. Как-то странно для меня это. Ни одного мыши. В прошлом году летали мыши просто. Ну, я не знаю, что говорить. Мышеловка просто один за другим ловила. В этом году их нету. Ну, это хорошо. Ну, с другой стороны, нет мышей, нет куниц. Примерно так. Где мыши, там и куницы. Это у них самая легкая добыча мыши. Корм. Это ламы. А, ждешь? Ждешь. Сейчас пойдем. Ну вот, ребят. Сегодня намного лучше погода. Во-первых, штиль. Во-вторых, чуть-чуть эта сырость переходит, как сказать, в сухой снег. Сейчас 6 часов 15 минут. Пойдем к речке. Перейдем. И сегодня будем ходить по другому берегу. Будет охота на рябчиков, на глухарей. Ну, в общем, кого будем видеть, посмотрим, кого удастся добыть. Вчера, как вы знаете, день был такой неудачный, мягко говоря. Ничего не смогли добыть. Вот. Прям удивительная тишина. Интересно. Самое главное, вчера домой позвонил. И я обычно всегда спрашиваю, какая погода нас ждет. Виктор у нас спрашивает, погоду тебе сказать? Нет, не надо. Без разницы. Все. Шабаш. Сегодня выхожу в тайгу. Завтра еще, может, с утра куда-нибудь схожу и закрываем охоту. Вот так. Ладно, сходим, посмотрим. Как будет, буду снимать, кого буду видеть. Буду снимать, показывать. Приятного вам просмотра, ребят. Ребят, смотрите, как красиво. Зимний пейзаж. Только вот косачей не хватает. Бывает, так приближаешься, косачи сидят с гладкоствольного оружия стрелять. Вообще надо близко подходить. Адреналин зашкаливает. Вообще, вот это охота была раньше. Косачи как виноград висели на. Ну, Тулан, как всегда, ждет, не дождется. Да, Тулан? Так, вода уровень. Вторые сутки уже стоит. Стоит уровень. Короче. Мон. Стоит вода. Мон. Мон воде. Река льдом еще долго не закроется. Воды много.
Костян, не опоздай. Ой. Шуметь нельзя. Шуметь нельзя. Эх. Вот так вот. Тихонечко надо все делать. Ну вот, ребята. Красота. Рябчики молчат что-то. Вот так вот утро начинается с промаха, блядь. Подранил, улетел. Чуть-чуть ниже пуля пошла или что. Как-то вот как будто вот так улетел. Мне бесполезно туда идти искать. Я даже и не попытаюсь. Нереально там найти. Далеко улетел. Вот так вот. Расстояние нормально, близко было. Ранил рябчика. Что там? Тулан. Не знаю, ребята. Идем дальше. Утро такое неудачное сегодня. Так идешь, тишина вообще. Ни взлета, ничего. А свистанул и сразу 4 штуки появилось. Интересно. Ладно, идем. Бесполезно, ребят, там искать. Вот смотрите. Ну, куда? Я даже не услышал, чтобы он упал. Как-то крыло, я слышал, как крыло касалось веток. Не. Бесполезно. Не буду искать. У меня даже предчувствие было, что не все гладко пройдет этот выстрел. Во-первых, собака рядом и немножко спешу. Во-вторых, это мне шатает, блядь. Сегодня без палки пока. У меня там впереди палка уйдет. Надо взять и, как сказать, с упора как-то более-менее. Без упора все равно. Хоть на коленях у тебя локоть один хрен шатает. Чуть-чуть недорасчет. Миллиметр. Эту большую елку лает. Разве там кого увидишь? Начинаю с нижних веток вот так. Смотрю, сканирую. Пошли, Тулан. Не до этого нам. Пошли. Пошли.
Там еще двух рябчиков видел, бля. Ну просто я не ожидал. Они на береге кормились. Я выскочил на пустырь, и они взлетели. Просто я не ожидал. Просто не ожидал. На береге они на этих, как же, на почках уже. Почки клюют. Эти белки достали. Я сейчас увидел одну. Он на том дереве, она идет на вершину. На самую вершину уже. Ну где-то до вершинки на 3 метра осталось. Белка. Лох, пошли муна. Тула. Фигней занимаешься сегодня. Пошли. Лох. На озере волны идут. Или бобры, или утки. А может выдра. Не успел чуть-чуть. Не увидел никого. Дошел до Солонца. Ну, пару лет я уже соль не добавлял. И меня немножко даже удивило, ребят. Я следы вижу, что лоси облизывали деревья. И здесь немножко тоже, короче, подходили, как ни странно. Но тут ничего уже нету. Хотя вот эта древесина из осины, она пропитана солью. Но у нас редко, когда на солонец подходят лоси. Ну, первый случай такой, я вижу. В будущем году я сюда добавлю еще 5-килограммовый лизун. Пускай будет. Я вообще не хотел уже сюда ничего добавлять. Но, как я вижу, тут они подходили. Это хорошо. Дошел до озера, где, ребят, плотина. Вон там, на повороте там. Там уже река. Вон, смотрите, переваленные все деревья бобрами. Ну и там устье озера. За поворотом. Я вам снимал, где плотина ихняя. Я вам сказал, что я еще пройдусь вдоль этого озера. Вот сегодня как бы последний день этого похода. И я здесь. А, это... Да нет. Сгрызли вон. Свалили. Это тоже. Такие дела. Лесорубы. Следы тулана. Рябчик там свистит. Бесполезно. Не подлетает. Ни в какую. Свистеть свистят. Но не подлетают. Иногда бывает, выскакивает прям над головой на березе. Ну, не смотришь же от каждое дерево там вверх. Когда взлетают, ох, прозевал так. Ну, здесь два рябчика еще вот так взлетели. Ну и все, все, что я видел. Немного, скажу вам. Перекур без чаепития, ребят. Пошел снежок. Я еще до сих пор иду вдоль реки. Километра 3, наверное, прошел. Сейчас мы встанем на просеку. Я бы здесь, конечно, не прошел, но у меня в планах сейчас, знаете, уйди туда. Сейчас пойдем, короче, ну недалеко. По навигатору мне надо найти квартальную просеку. Без навигатора просто здесь пипец. Ну, единственный один раз за всю историю этой охоты я ходил. Там сыро. Не очень приятный путь. Но хочется. Там будет зимник, трасса. Надежда большая, что мы там все-таки увидим еще глухарей. Если нет, так нет. Сейчас 5 минут я просто посижу. Ладно. Просто посижу и уже в путь. Навигатор достану, пока загрузится. И
Немножко буду включаться, если что-то новое увижу, интересное. Да и самому интересно, потому что я здесь, я говорю, за 20 с лишним лет единственный раз только здесь ходил. А птиц нету возле реки. Пару рябчиков только, все. Иду так, спокойно, не спеша. Просто не торопясь иду и все. Наслаждаюсь ходьбой. Река вот тут течет. Завтра по этой реке уже будем спускаться. Где-то местами буду пропиливать завалы. Вот ему хочется спуститься. Берег крутой. И вот он, смотрите. Эн летти. Эн. Сейчас уже пойдем скоро. Спустишься, потом хрен поднимешь. Эн летти. Смотри какой обрыв. 3 метра высоты, блин. Хочет десантироваться туда. Тулан. Эн. Оголетче. Ой, какой день сегодня прекрасный. Вся охота 2 недели. Шторма, дожди, ветра. Пипец, этот сезон, я не знаю, что и говорить. Сегодня действительно вот. Сегодня просто шикарная погода. Не такой сырости, я даже и не сырой пока. Такой снежок небольшой, ветра нету. Сейчас скоро пойдем туда. Вот хочется ему там. Эйн. Оголетте. Эйн. Лакмуна, пошли. Ребят, до кварталки 204 метра. Вон туда надо идти. И возле реки вот такая картина. Почти 3 километра я вот так не спеша, спокойно вот иду. Чтоб сапоги не порвать. Или еще. Кругом вот эта елка, она перестояла и просто очень много свалившихся деревьев. Но пока нормально, так иду правильно. Надеюсь, найдем. Там нечищенная кварталка должна быть. Нашел 100-летний зарубок. Вот он. Да. Вот он, ребят. Еле заметно. Он нечищенный. Если б там прошел, все, хана. Я бы не нашел. Так, короче. Вот это и есть квартальная просека. А, даже так идет. Вот он. Я думал, он там. Вот. Даже хорошо видно. Все, отлично. Все, ребят. Это вообще здорово. Сейчас буду по этой просеке до трассы идти. Путь, ну, посмотрим. Я не знаю какой. Так, короче, обхожу вот такие завалы. Очень высокие. Валятся деревья, сваливаются. И вот за мгновение можно просеку потерять. Чуть-чуть вот так в сторону посмотрел и все. Не из приятных тут будет идти. Сегодня, наверное, солнце выйдет. Будет солнечно. Обещают морозы. -5. Ощущение еще холоднее уйдет. Так что скоро на озерах лед станет. Ну, примерно так, ребят, я в общем пока тут снимать нечего. Спотел, ребят.
Вон оттуда иду. Там, короче, метра 300 вообще сыро оказывается. И кварталка вообще теряется. Вон, видите, под сад. Непонятно. Сейчас тут вроде как все восстанавливается нормально. И просека отчетливо видна. Что вот так вот. Хороший участок, потом болотистый, а потом опять хороший. И здесь сосны покрупнее уже становятся. А там какой-то пустырь непонятный. Не знаю от чего. Там вырубки не было. Пожара вроде тоже не было. Сыро. Вот сам по себе какой-то вот. Или из-за того, что болотистые места. Тут делянка старая. Давно уже тут вырубали, видать. И может даже ручная. Ну да, ручная рубка тут была. Вон после ручной рубки очень много еще деревьев остается. Тут сейчас покажу место. Идти, в принципе, без подсада, без всякого валежника. Но багульник, или как этот вот, растение вот это, выше колена, и знаете, вот как паутина. Идешь и держит тебя. Он просто тормозит. Вот такой вот уже прикидываю, что как быть, где лучше, где совсем не очень хорошо. Самое главное, ребят, пока птицы не было вообще. Я просто в шоке удивляюсь. Столько прошел такое место интересное. И чего стоят вот это старые вырубки, блин. Здесь просто малинник для глухарей. Ешь иглу там. Вот что-то не нравится птице еще. Почему? И собака молчит. Я не знаю, где он, конечно. Следов я не вижу, что он впереди. Где-то, может, в стороне ходит. Не знаю. Надеюсь, там в конце вот этого туннеля, там уже будет трасса. Чтобы повернуть и уже по трассе идти. Трасса, скажу вам, тоже нелегкий путь будет. Там сырое место. Я это точно в этом уверен. Потому что трасса идет вот так, по такому же месту. Зимой там не раз ходил я на лыжах. А вот эту просеку я запомнил на будущее. Вот он, кварталка. Фух. Пипец, как мы далеко еще. О, ты смотри, сколько нам пилей. Это получается примерно 2 километра туда, потом километр туда и еще. Ой-ой-ой. Ого, так далеко, оказывается, эта трасса находится. Капец. Капец. Сейчас вспомнил, да, точно. Дорога вон туда идет. Мы с Туланом еще здесь. Помните? Ну-ка, сейчас расскажу, ребят. Помните поход с Туланом, когда он был полуживой, убитый? По снегу мы ходили. Вот по этой трассе, ребят, мы и ходили. Это жесть, как далеко мне еще идти тут. Капец. Но зато проверю. Зато проверю этот участок, посмотрю. И уже здесь вообще жопа тоже идти. Сейчас Тулан придет, чай надо попить. Я и буду идти, подожду его. И чай попью. Точно, эта делянка вон туда идет. А дорога, трасса вон туда. Все ясно, понял. Вот теперь все ясно стало мне. Где я теперь нахожусь. Вот именно зимой я хотел этот участок проверить. Да, мечтал. Мечтал сюда прийти. Вот действительно я сегодня здесь. Но здесь очень тяжелый путь. Здесь, смотрите, болотень. Фиг с ним болото, насмотрел. Там может еще подсад будет. Заросшее все. Вон делянки все уже заросли. Но зато я именно на том месте, куда я желал прийти посмотреть. Все, иду дальше. Теперь разобрался, теперь не потеряюсь.
Но, конечно, идти, мама, не горюй мне. Перекур, ребят. Собаки не видать, блядь. Сколько уже иду, ребят, вообще. Ни лая, ничего, и самого собаки нету. Вон там 2 елки видно, или, наверное, этот кедр. Там повернет эта дорога направо. Осталось до туда, наверное, метров. Ну, если по дальномеру, наверное, посмотреть, примерно 300 метров, наверное, может 350. А где собака? Не знаю. Не знаю. Я, знаете, километр в час, наверное, скорость у меня. Вообще жопа тут оказалась дорога. Вон, была тень. Вот здесь олени, наверное, прошли. Следы какие-то. Чьи-то следы. На время от времени попадают. Потому что за все лето, конечно же, и олени, и лоси, и медведи все ходят. А где мой бездельник, не могу понять. Надеюсь, догонит. Если нет, так по старым своим следам пойдет на избу. Ждать тоже его некогда. Мне еще топать, мама, не горюй. С таким скоростью. Вот. Смотрите. И весь путь оказывается вот такой здесь. Так что первый и последний раз я на трассу вышел. По той просеке буду ходить, но где-то по навигатору, где-то по просеке. Но это место буду обходить стороной. Вон туча какая идет. И снег начинается. Ё-моё, где ты? Смотрите, как далеко я уже прошел. Вон. Что вот, видно дорога? Вон оттуда и иду. Пипец. Сейчас дорога пойдет направо. То же самое будет. Потом налево пойдет, повернет. То же самое будет. Такая топь. И потом будет подъем. Вот тогда там сухое место начнется. Пойду, не буду ждать. Надо идти. Иначе, блин, опять стемнеет. Пока там будешь бродить. Ждать его. А искать тем более, где его найдешь. Куда он пошел. Может, в сторону избы, блядь, ушел. Не знаю. Искать бесполезно. Вот, по GPS, если по GPS, то можно увидеть собаку, где он. Возле тебя или за 10 километров в стороне. Но не лаял, не гнал никого, ничего так.